Прошу всех встать. Оглашается резолютивная часть решения именем Кыргызской Республики по делу о проверке конституционности части 1 статьи 455 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в связи с обращениями Мацакова Самата Аскаровича, Алмазбекова Телека Алмазбековича, Нурматова Мирлана Анарбековича, Курманбекова Эрбола Курманбековича и Касымова Нуршата Хайруллаевича, представляющими интересы Зайнабеддинова Зокиржона Турди Махаматовича, 25 октября 2023 года, город Бишкек. Конституционный суд в составе председательствующего Исконбаева, судей Айдарбековой, Бубукеевой, Дюшеева, Джолдошева, Касмалиева, Кадырбаева, Шашиналиева, пресс-секретаря Мамыталыкызы Камилы с участием обращающейся стороны Мацакова, Алмазбекова, Нурматова, Курманбекова, Касымова, представителя Зайнабеддинова, стороны ответчика Сыранова Самата Кыштыбековича, постоянного представителя Джор Кенеша в Конституционном суде, третьих лиц Молдобаева Алмазбека Тавалдыевича, постоянного представителя президента и кабинета министров в Конституционном суде, Сапьяновой Маргариты Насаркановны, представителя Верховного суда по доверенности, Карабаева Тимура Эднановича, Джапаровой Асель, представителей Генеральной прокуратуры по доверенности, Мамытканова Шеремкула Замирбековича, представителя Министерства юстиции по доверенности, руководствуясь частями 1 и 2 статьи 97 Конституции, статьями 4, 17, 40, 45 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности части 1 статьи 455 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Поводом к рассмотрению дела явились ходатайства Мацакова, Алмазбекова, Нурматова, Курманбекова и Касымова. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции часть 1 статьи 455 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Заслушав информацию судьи докладчика Кадырбая, проводившего подготовку дела к судебному заседанию, и исследовав представленные материалы, а также руководствуясь пунктом 2 части 2 частями 4 и 5 статьи 97 Конституции, статьями 47, 49, 52 и 53 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд Кыргызской Республики решил признать часть 1 статьи 455 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, противоречащей части 4 статьи 58, части 1 статьи 61, части 4 статьи 100 Конституции в той мере, в которой ограничивает правомочия суда по возобновлению дела по вновь открывшимся обстоятельствам, отмене приговора, определение постановления суда, прекращение дела, передачи дела в суд для нового судебного разбирательства. Кабинету министров инициировать соответствующие изменения в действующее правовое регулирование. До приведения части 1 статьи 455 Уголовно-процессуального кодекса в соответствии с настоящим решением установить, что возобновление судом производства по вновь открывшимся обстоятельствам осуществляется по всем основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 451 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики с правом отмены приговора, определения постановления суда, прекращения дела, передачи дела в суд для нового судебного разбирательства в соответствии со статьями 31 и 456 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Решение окончательно обжалованию не подлежит. Вступает в силу с момента провозглашения. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежит исполнению на всей территории республики. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти, на официальном сайте Конституционного суда и в Вестнике Конституционного суда. В результате обсуждения Конституционный суд пришел к следующим выводам, что право на судебную защиту, право на пересмотр вышестоящим судом относится к фундаментальным правам человека, который не подлежит никакому ограничению. Это право реализуемо только в случае соответствующих правомочий тех судов, которые рассматривают эти дела. Вновь открывшиеся новые обстоятельства являются это специальной особой процедурой,
раз это касается именно этой стадии, которая выходит за рамки общих установленных процедур, то, разумеется, в этом разделе все возможные решения, которые могут быть приняты судом, они должны быть очень четко прописаны. Четко прописаны. И исходя из этого, Конституционным судом вынесено только что оглашенное решение. Есть вопросы по поводу решения? Понятное решение? Заседание Конституционного суда объявляется закрытым.